Так, запись идет. Давайте мы начнем сначала с Юлиной работы. Так, подождите, я включу показать экран. Так, Пастирбас Юлиным Тогазаном. Юля только что закинула на Facebook домашнее задание. Я тут не успел просмотреть, проанализировать. Но давайте все равно будем читать. Ибде Готогас. Ибде Готогас, домашняя работа. Ол уга тарынжах. Ол уга тарынжах. Правильно, он очень злой. Тарынжах злой. Ну, да. Так. Сердитый, точнее говоря. Не злой, а сердитый. Ол уга тарынжах. Он очень сердитый. Сырлых пол шилбран. Интересное предложение. Сырлых пол. Крашеный пол шилбран ровный. Ровный. Крашеный пол ровный. Пистің залды хатық диван турша. Ну да, вот у нас в зале жесткий диван стоит. Так. Пистің залды хатық диван турша. Хатық жесткий, правильно. Хатық диван турша. Мен уға хатық сындырлық кізі. Вот смотрите, да, я очень серьезный человек, да. Но помните вот это правило мин кізі и требуется еще аффикс субстантивации. Подождите, давайте сейчас я еще у себя найду. Вот этот аффикс, он все время забывается, да. То есть, как бы я понимаю, что вы калькируете. Так, сейчас, подождите, я найду вот эту таблицу. Так. Мин. Так, это мином нет. Так вот. Ну вот смотрите, мин, да, вот помните вот эту таблицу-то, очень важная таблица. Мин, кз, бин, да. Аффикс сказуемой формы. Мин, кз, бин. И здесь то же самое, вот. Мин, вот, да, кз, бин. Вот, допишем. Мин кізібін. Мен уға хаттық сындырлық кізібін. А теперь все верно. Теперь все правильно. Так. Пістің угречі біз хаттық. Наш учитель, ну да, хаттық жесткий. Тоже верно. Угречі біз, вот здесь уже правильно употреблено. Пістің угречі біз, да. Пістің, вот эта форма, она уже правильная. Так. Вот, пистен, вот, да. Угречи без, правильно. То есть вы уже сориентировались здесь. Пистен угречи без хаты. Дальше. Мен узун чол ирткам. Я прошла долгий путь. Мен узун чол ирткам. Но в хакасском языке, если я сейчас прочитал это, да, как бы вроде бы правильно. Мен узун чол ирткам. Ну, тоже вроде бы верно. Формально все правильно. Аның сүрмес узун. Вот теперь тут обратите внимание. Аның сүрмес узун. Сүрмес это косички, да. Аның сүрме з должно быть. Вот смотрите. Аның, да. Палызы. Сүрмезы. Вот еще раз. Вот эту форму тоже надо будет запоминать. Аның сүрмезы. Палызы. Если после местоимения стоит существительное, обязательно к нему надо присобачить, грубо говоря, аффикс сүрмези узун, да. Аның сүрмези узун. Дальше. Біз алтындағы этажда чуртапшабыз. Мы живем, все правильно, алтындағы на нижнем этаже. Тут все верно, ортопрай. Құстыр шабыз ұшқышалар. Құстыр птицы, шабыз низко летят. Все верно. Праюрте. Алтындағы нижний этаж. Заметили, да, прилагательное здесь. Шабыз низко летят. Түк нымзах. Түк, ну, түк, так, ну, в общем, я, знаете, почему тут задержался? Түк нымзах.
Но в хакасском языке есть слово сас, волос, тук, шерсть, да, ну, нужно как бы отличать. Но еще тук у нас в хакасском языке, оно еще имеет отношение, ну, так скажем, к телу человека, да, вот все наши, все, что кроме волос у человека, да, ну, который на голове растут, остальное, все остальная поросль называется тук у человека, то есть, ну, знаете, да, понятно, что тук намзах, ну, как бы предложение такое интересное. Ну, хотя вот я еще раз говорю, тук намзах, это шерсть, хой туг, например, да. Ну, вот там уже нет прилагательного. Я просто для пояснения вот этого слова. Хой-тугы. Это так, овечья шерсть получается. Ашерхас хомайниме. Ачерхас. Вот смотрите, тут, ну, это ладно. Ашерхас пишется через г. Ашерхас хомайниме. Да. Но смотрите, жадность это плохо, да. На самом деле жадность в хакасском языке харам. Харам жадный. Харам ол хомейниме. Ну я бы так. Харам ол хомейниме. Жадность это плохо. Это плохая вещь буквально, да. Ну, в принципе, как бы неплохо, да, шахсы. Ну, тут еще раз обращаю внимание на правила субстантивации мин и синам, паузы, да, вот эти вот аффиксы. И вот на эту таблицу еще тоже. Мин кзибин, син кзизин, ол кзибис, кзибис, да, и так далее. Так, ну вот мы сейчас закончили с Юлиной работой. Так, Юля, у тебя вопросы есть? Сургулар парба. Так, гладкий пол. Ну да, строгий учитель. Это, нет, я это, конечно, понимаю так. Шерсть мягкая, да. Шерсть тюк. В словаре, кажется, нашла ашергас. Ашергас это жалость. Это вот ашергас, мне жалко. Это вот. А жадность это харам. Ашергас это жалость. Я там не перевел. Надо было сказать. Ашергас. Ашерганчим. Я жалею. А жадность это харам. Жадный человек, харам кызе. Харам кызе, жадный человек. Так, ну вроде бы так, все, с Юлей с тобой разобрались. Так, теперь с Ариной. У Арины более развернутые такие предложения уже, да. Класста мин ин кшижих полгам, щетумам минан кшиг. Формально все правильно. Класста мин ин кшижик. Кшижик класста мин ин очень маленький. Да, был. Щетумам минан кшиг. Если вы хотели сказать, но младше, минан еще меньше меня, да, тогда надо добавить минанг кшиг. Еще меньше меня. Вот, потому что, как бы, я так понимаю, идет сравнение. Я маленькая, да, но мой младший брат или сестра, в данном случае, да, еще меньше меня. Хнстангар книга, щадангар книга. Вот тут надо аффикс поставить исходного падежа. Книгадан хнг. Да, вот, если книга о любви интереснее книги о войне. Хнстангар книга, щадангар книга дан хнг. Хнстангар, да. Хнг. Интереснее, вот. Прилагательное поставлено здесь на последнем месте. Так, пуперк кшигарахмага, анангар анаки спинджим. Пуперк это шапка, кшиг маленький, арах. Это степень уменьшения, немножко меньше, да, вот, чуть меньше. Кшигарах меньше меня, меньше вот размера. Мага мне. Анангар, поэтому анаки спинджим, поэтому его не одеваю, эту шапку. Все правильно. Прай урте. Мин перцы ресторанда препаршам арлык арахумага. Вот смотрите, теперь тут поправка какая будет. Мин перцы ресторан д. Если мы идем куда-то или указываем направление, значит мы должны сказать так. Перцы ресторан зар и препаршам. Смотрите, вот пред.
Преда иногда. Вот смотрите, чем отличается пре от преда? Пре можно использовать в счете, допустим, субъектов. Допустим, прекзы. Кто-нибудь из людей. Преагыз. Какое-нибудь дерево. Претуре. Какое-нибудь здание или какой-нибудь дом. Ну, понимаете, да, пре как бы идет выбор из какого-то количества субъектов, объектов, точнее говоря. А преде это обстоятельства действия. Иногда. По времени это может быть иногда чего-то делаю, а чего-то не делаю. Иногда, именно переводится так, преда иногда. А пре, который какой-нибудь из. Вот, поняли, да? Поэтому мен перцы ресторан преде паршам. Иногда хожу. Арлык архулмага. Он мне дороговатый. Да. Арлык дорогой. Арлык арх дороговатый для меня. Мага. Пістің турада көп балылық сөбірелер шұртапшалар. Пістің турада в нашем дому көп балылық сөбірелер семьи. Көп балы. Дети с большим количеством детей, да. Балылық. Многодетные семьи. Шұртапшалар живут. Все правильно, правильно. Мен ондучах полпыргам, прайнема ондучам. Ондучах полпыргам, я стала забывчивой, все забываю. Прайнеме, все ондучам забываю. Магазинда тарынжах ипше шисача, мен андай шис алырга хынминжам. Магазинда, в магазине тарынжах ипше, тарынжах уже помните, да? Ну, не злая, а тарынжах ипше. Ястр. Так, шисача продает продукты. Мин анде, я там шис алырга хынминжам. Я там не люблю покупать. То есть продукты покупать не люблю. Так. Күннің сай иртенгі хабырларны хыхшам. Күннің сай. Сай это элемент повторения, да. Күннің каждый день. Каждый день иртенгі хабырларны, утренние новости читаю. Алдағы худух иргі болпырған. Иргі. Так, иргі. Надо уточниться, я сейчас не помню, иргі 2 или 1. Так, алдағы худух, вот смотрите, худух пишется через Т. Алдағы худух иргі болпырған. Деревенский колодец, иргі, ну, в общем, обветшал, да, полпырган. Вот этот вот полпыр, мы сейчас будем проходить, полпырган обветшал, стал старым буквально, если переводить на хакасский. Иргі, давнишний старый. Иргі полпырган стал да, вот, ну, в общем, обветшал. Тасхар шапшарых, аныңар свет чарт пинжам. На улице тасхар шапшарых, усилительное значение, да, прилагательного. Очень светло. Шарых светло, шапшарых очень светло. На улице очень светло, поэтому свет не зажигаю. Но в хакасском языке есть слово шартхы. Теперь уже как бы перевели. Аныңар шартхы, шарт пинжам. Тут можно даже так сказать. Шартхны. Шарт пинжам. Почему ны в винительном падеже? Потому что мин как бы подразумевается, да. Мин. Шартхны. Помните, да, мы как-то вот недавно объясняли. Шартхы получается уже в винительном падеже. И обязательно надо поставить аффикс ны. Шартхны у нас винительный падеж. Ну, по-моему, так. Вот, да. Шартхны. Вот видите, да. В винительном падеже стоит шарт пинжам. Так, ну все отлично. Про шахсы. Вот, сургулар парба старина. Так, Сарина сургулар парба. Предложение лардан.
По предложениям вопросы есть? Так, сургулар шохпоса, мы идем дальше. Теперь разбираем глаголы, как я обещал в прошлый раз. Глаголы со сложными модификаторами. Вот тут Сарина их применила, да. Полпар, вот да. Полпар это сложный глагол. Мы сейчас будем разбирать примеры. Но очень часто встречающиеся модификаторы. Я прописал вот вторые части глаголов пасте. Надо их запомнить, надо их будет выучить, заучить наизусть. Пасте начинай, буквальный перевод. Но я сейчас зачитаю, а потом поясню. Сх, буквально выходи. Вот эти слова, они используются как глаголы в реально. Допустим, если скажу вам пасте, начинай, это значит, вы должны что-то начать делать, да. Или скажу сх. Если скажу сх, надо выйти. Все, это приказной тон, да. И, ну, да. Сал, приказной тон, положи, ложи, сал. Стол гасал, книга на стол гасал. Книгу на стол положи. Пар, иди. Тасхарбар, иди на улицу. Ал, допустим, халас ал. Халас ал, хлеб бери, да, бери хлеб. Пир, ахшепир, да, банально. Дай денег. Киль, перкиль, пер, ко мне, иди сюда. Перкиль, иди ко мне. Түс, алтынзар, түс, вниз, опускайся вниз. Мынды хал, хал оставайся, мынды хал. Останься здесь. Тур, мынды тур, стой здесь, тур, да. Одр, мынды одр, тут сиди. Аршир, ар это от меня, в сторону, да, аршир. Уходи от меня, уходи в сторону, отойди от меня, аршир. Но вот эти же слова, они еще употребляются как модификаторы. И давайте мы сейчас рассмотрим, какие значения они приобретают. Дело в том, что вот эти же глаголы, когда они используются как модификаторы, у них меняются смыслы. Не очень, то есть не совсем коренным образом, но меняются оттенки. Давайте я сначала вам дам ссылку на сайт, который вы знаете, да. Вот, информация там есть. Я дам просто выжатую информацию, но постараюсь обратить внимание на главное, на смыслы. И давайте начнем с пасте. Допустим, на этом сайте есть информация. И вот смотрите, ну, сх или пасте, да. Как употребляются, то есть как они могут быть употреблены. Вот, допустим, смотрите, глагол убр схан. Убр это буквально дуй. Так, сейчас, подождите, вот. Убр, дуй. Убрерга, дуть. Убрсхан начал дуть. Щиль, вот, щиль, убрсхан, ветер начал дуть. Смотрите, тут убрсх, да, начинает дуть. Вот. Как бы нет вот этого оттенка выйди. Если сказать сх, это значит выходи. Но в данном случае, когда употребляется с другим глаголом, этот оттенок он теряется именно в своем значении сх, выходи. Тут убрсхан уже принимает значение начал дуть, подул сильнее, допустим, да. Вот. Или, допустим, тхтапсхан. Тхте буквально ремонтируй, что-то налаживай. Если я скажу тхтапсах, да, начни налаживать, начни ремонтировать, да. Это не значит, что выходи ремонтировать. Нет, нужно начать ремонтировать. То есть это действие началось, оно вот тхтапсхан, да. Алджибей, это, да, в общем, алджибей, туразын свой дом начал ремонтировать. Вот. Ойлапсых, вот этот глагол, да, начни бежать. Ойлапсых. Да, ойлапсхан начал бежать. Щохтапсхан начал говорить. Щохтапсхан, да. Тхтапсхан начал ремонтировать. Вот именно вот это действие, оно вот имеет значение начала какого-то действия. Вот тхтапсхан, он начал ремонтировать. Дальше пасте мы говорили, да.
В исконном значении это он начинай, но тут он то же самое. Вот этот схан и пасте, они стоят рядом, поэтому их отнесли в категорию начала действия. Вот видите, да, здесь конструкция со вспомогательными глаголами. Смысл что-то начинает действовать, да. Пасте, вот то же самое. Допустим, өз пастан. Өз буквально расти. Өз пастан начал расти. Хакас литературзы. Өз пастан начал расти. То есть хакасская литература начала развиваться. Да. Но остальное предложение я пока не буду все предложение рассматривать. Просто надо сейчас уяснить смысл вот этих вот модификаторов. Вот основная задача. Давайте вот этот пример. Өз пастан начал расти. Немстенге пастапща. Немстенерге вскармливаться или плодоносить. Немстенге пастапща. Вот яблоко, агзы. Яблоня. Немстенге пастапща. Начинает плодоносить. Тоже начинает. Да. Хар ща пастапсхан. Ну, я не буду говорить күбре пастапсхан, да. Ща пастапсхан. Снег начал идти. Вот. Вот сых паста это сложные, ну, это модификаторы, имеющие отношение к началу действия. Теперь дальше. Сал. Смотрим сал. Очень популярный. Ну, допустим, да. Сал. Вот кисал. Вот смотрите, вот тут пример есть. Кисал. Допустим, öt кисал. Ödик это буквально обувка. Да. Öt кисал. Надень обувку. Или, допустим, тургысал. Тургыс ставь. Тургысал поставь. Щупсал помой. Вот здесь в тексте написано кисал как одеть. Но я говорил, что на самом деле одеть кисаларга была бы инфинитивная форма. Но я говорю именно кисал, это повелительное наклонение. Кисал одень. Не одеть, а одень. Тургысал поставь. Щупсал помой. Да. Ну, потом по видео все равно, я думаю, может быть, иногда будете посматривать и обратите внимание. Да. Что означает сал? Сал означает точное завершение действия. Если, допустим, я скажу «ötkis», ну, допустим, вы реметка говорите, да, «ötkis», это означает, что, ну, скажете обувку надевай. А если скажете «ödgün то надень обувку. Есть же разница тоже в русском языке. Обувку надевай, да, обувь одевай или надень обувку. Разные вещи, да. Обувь надевай, как бы тоже вроде бы говорите, да, чтобы он выполнил это действие. Но надень обувку это окончательное требование. Нужно это требование еще выполнить. Вот кисал это обращение именно с требованием выполнения. И человек должен выполнить это обязательно. Кисал одень, да. Турхсал поставь. Ты должен поставить. Щупсал помой. Ты должен помыть, допустим, да. Вот основной смысл вот этого вот модификатора сал. Так, дальше поехали. Пар. Но тоже аңдыр парган, допустим, да, вот смотрите. Давайте вас аңдыр пар. Ну, аңдыр буквально падай. Аңдыр пар упади. Да, аңдыр парган. Ну, допустим, агыс аңдыр парган. Агыс это дерево. Агыс аңдыр парган, дерево упало. Если скажу агыс аңдырылган, дерево падало. Может быть, так можно. Дерево падало, но оно еще, это действие не завершено. Аңдырылган. А если аңдыр парган, дерево точно упало. Все, это завершенность какого-то действия. Аңдыр парган. Дальше там сомнений нет, да. Аңдыр парган или майх парган. Майх пар, майх устань. Майх парган устал. Он совсем уже устал, он уже больше все не может, он уже, да. Или, допустим, тура эрхтеп парган. Да, эрхтеп, эрхтирга, буквально сгнивать. Эрхтеп парган. Давайте в прошедшей форме пока, да. Ну, это значит, что он сгнил окончательно. Эрхтеп парган. Все, он не подлежит восстановлению.
Машина тухтапырган. Тухтирга останавливаться. Тухтапырган машина остановилась. Допустим, да. Вот, тоже это завершенность действия. А теперь ау. Плепал. Смотрите, можно сказать плепал, пль, узнавай. Плепал, узнай. Если, допустим, ну, давайте еще возьмем другой глагол. Кер, смотри, да. Кинокер, я могу сказать кинокер. Ребенок ко мне подходит и возится возле меня. Я говорю, пар кинокер. Иди смотри кино. Я от себя его, допустим, отталкиваю. Ну, в общем, чтобы он мне не мешал. Пар кинокер. Кинокер, допустим. А если скажу пар кинокерпал, когда добавлю, да, это означает, что пар кинокерпал. Это означает, что он должен пойти и посмотреть фильм обязательно. Он должен это действие завершить. Если скажу пар кинокер, он лишь бы от меня ушел, но он не должен пойти обязательно его посмотреть. А вот если кербал, скажу, посмотри. Вот. В русском языке иди кино смотри, да. А если кино посмотри, он должен посмотреть и до конца это дело, да, завершить, действие завершить. Вот то же самое ал, кербал. И вот этот ал, это завершенность действия. Сугубал. Сух, буквально ложи, да. Ахшенны, деньги, зеп, карман, сугуб алгам. Ахшенны зепке сугуб алгам, деньги положил в карман. Если я бы сказал ахшенны зепке сухам, деньги в карман ложил, это один случай. Или ахшенны зепке сугуб алгам, деньги в карман положил. Вот такая разница, да. В общем, ал это завершенность действия. А теперь следующее, пир. Допустим, паспир, да, тут, видите, пишут, что выражает законченность действия. То же самое, действие заканчивается, но в интересах какого-либо третьего лица. Ну, допустим, паспир мага. Ну, я прошу мага паспир, мне напиши. Если я скажу мага письмо пас, мне пиши письмо. Да, а если мага письмо паспир, я обращаюсь к кому-то из вас, тогда вы должны обязательно это письмо написать. Тут насчет третьего лица, оно как бы возможно, но все же основной смысл это завершение действия. Действие должно быть выполнено обязательно. Щохтапир, нымах щохтапир, нымах сказка, да, нымах щохтапир, расскажи сказку. Если я скажу нымах щохта, получится говори сказку или рассказывай сказку, да. А щохтапир расскажи. Должно быть завершение действия. Щохтапир обязательно расскажи. Кезитпир. Кезит покажи. Показывай, точнее говоря. Кезитпир покажи. Кезитпир сайтны. Покажи свой сайт, да. Сайт свой покажи, допустим, и так далее. В общем, пир тоже завершенность действия. Теперь паркиль, киль, да. Ну, допустим, киль. Я скажу, ребенка посылаю в магазин. Магазин Зерпар, говорю, да, иди в магазин Зерпар. Но если я скажу магазин Зерпар киль, и употреблю вот этот модификатор, да, то это означает, что магазин Зерпар киль, это означает, что ребенок, он как бы дома здесь, и он пойдет и вернется. Вот этот момент возврата, он обязательный. Да, то есть возвращение к исходному состоянию. Паркиль магазин зера. Паркиль значит, ты куда-то в сторону не уйди, там, не на сутки, да, а паркиль это должен сейчас же вернуться, и это действие должно быть выполнено именно сейчас. Допустим, так. Олгым угренезен тос килган. Олгым, мой сын, угренез. Тут немножко, тут ошибка, опечатка. Угренезен тос килган. Свою учебу тос килган. Если бы было предложение Олгым угренезен тосхан, было бы мой сын учебу закончил.
завершил, да, тосхан. Тоскильген, он знает, завершил работу, еще, учебу завершил, еще приехал домой. Вот это вот возвращение, момент возвращения, что он не просто, вот, Олга Мугрен Тосхан, это значит, что, да, он в Питере где-нибудь, в Москве, да, закончил, ну и может там же и остался, да, но он завершил этот процесс. Но Тоскильген, вот этот кильген обозначает именно возврат, что он домой еще приехал. Тоскильген. Вот. И если я скажу Олгам Угренезен Тоскильген, я понимаю, или Хазым Угренезен Тоскильген, все понятно, что другой понимает, что да, девушка или девочка, дочь закончила учебу, еще вернулась домой при этом. Вот момент возврата киль. Обязательно это возвратный, скажем так, модификатор. Штритускан, ну, допустим, кюзюритускан. Вот этот тюс, да, тут правильно, внезапность, однократность и законченность. Вот, ну, скорее всего, внезапность. Вот. Кюзюритускан. Кюзюре, кюзюре, буквально громахай. Да, кюзюри, тигр, кюзюритускан. Тигр, небо, кюзюритускан. Грохнуло, да, ну, тигр кюзюритскан, как правило, это относится к молнии. Обычно в Хакаса так говорят. Или шален кюзюритскан. Шален тоже молния. Шален кюзюритскан. Все, грохнуло что-то, резко что-то произошло. Штритскан. Штритускан. Штрэ. Блести. Штритскан что-то блеснуло. Штритскан что-то блеснуло, да. Немета мажеритскан. Немета что-то мажери. Что-то треснуло, затрещало, мажеритускан. Что-то затрещало, немеда мажеритускан. Или мажеритусты, только что затрещало, да. Ну и так далее. Вот это тускан, это внезапность и законченность. То же самое законченность, вот, действие, обязательно законченность, да. Но внезапность это основная суть. Ну, допустим, хал еще один модификатор. Халган. Так. Ну, тут говорят, что действие завершилось за какой-либо определенный промежуток времени. Промежуток времени. Давайте посмотрим. Минан ибда паспингалдам. Ну, давайте так вот. Мин книганы, мин спектакльны оңнабин халгам. Чтобы понятно, да. Мин спектакльны оңнабин халгам. Оңны буквально понимаем. Сейчас, подождите, я пропишу. Оңны бин халгам. Оңны бин халгам. Не понял. Оңны, понимай. Оңны бин халгам, не понял, да. Вот смотрите, что означает мин оңны бин халгам. Оңны бин халгам. Вот я смотрел спектакль, вышел, да, и что-то я не понял, о чем там речь шла. Оңны бин халгам. Если я скажу мин спектакль на оңнабам, я не понял спектакль, да. Не понял спектакль, а оңнабин халгам. Вот я смотрел спектакль, и тут вот на данный момент времени я рассказываю, и вот делюсь впечатлениями и говорю, мин оңнабин халгам. Мин полбин халгам. Я не понял, да. Не вообще не понял, а вот именно на данный момент времени. Вот тут имеет значение вот именно вот это произошло, причем не очень давно. За какой-либо определенный промежуток времени, да. Прильбин халгам. Мин прильбин халгам. Я даже не понял. Ну и что-то произошло, да. Мин прильбин халгам. Я не понял. Вот мин прильбем, если скажу, я не знал. А прильбин халгам я не понял, не узнал, не почувствовал. Вот этот прильбин халгам. И спин халгам, допустим, да. Слушай, и спин халгам я не услышал. Вот стучали в дверь, а мин спин халгам, а я не услышал. Вот именно на данный момент времени. Если бы меня год назад спросили бы, я бы сказал мин испем. Это давно было, испем, это все. А мин испин халгам, вот я недавно это не смог услышать. Вот, да. Теперь тур. Незавершенность действия. Тут смотрите, вот эти все модификаторы, они имеют смысл, что действия все не завершены были.
да, завершенность действия. А теперь незавершенность действия, то есть действие не завершено. Их тут 3 модификатора. Тур. Так, ну допустим, палы ойнап тур. Ойна играй. Ойнап тур играет. Палы тасхар ойнап тур. Ребенок на улице играет. Играет он в данный момент находится в игре. Ну, допустим, могу сказать палы тасхар ойнапща. Тоже играет, да. Палы тасхар ойнапща или палы тасхар ойнап тур. Он на данный момент находится в процессе игры. И вы это еще акцентируете. Вот этот момент тур, он акцентирует на том, что именно в этом процессе он сейчас находится. Не вообще он играет, да, а именно вот акцентируйте, что он, ну, допустим, палы тасхар ойнап тур. Если сказать палы тасхар ойнапща, можно быть палы тасхар на улице играет. Не дома же палы ибда ойнапща, да. Или палы стадионда ойнапща. Может быть, он там и там играет. Но если мы говорим палы тасхар ойнап тур, акцент делается именно в момент действия. Что он именно играет, а не что-то другое он делает. Вот. Понимаете, да? Вот слово тур идет акцентация, то есть обращается внимание на важность именно этого действия. Вот, допустим, нангмыршаптур. Тасхар нангмыршаптур, да, или тасхар нангмыршапща. Тасхар на улице, нангмыр, дождь шапща. Я просто констатирую факт. Ну да, на улице идет дождь. А если я скажу тасхар нангмыршаптур, это значит, что я делаю акцент, ну, что на улице дождь идет. Там не снег идет, да. Или может быть дождь идет, но он не очень, допустим, сильно, да, вот. На улице выйти невозможно. Тасхар шаптур. Ну, если вот тасхар нангмыршаптур, а просто констатация. Нангмыршаптур – это мое отношение, да. Вот это важно, что для меня это он сейчас идет, и я не могу какое-то действие совершить из-за этого. Палам ибда угрентур. Да, угрентур, угренче учится. Да, палам, мой ребенок, ибда угрентур. Мой ребенок учится дома, причем это, то есть, ну, процесс, тут говорится, постоянный процесс, да. Ибда угрентур. И действительно, вот он дома учится, и я акцентирую момент на том, что он учится постоянно дома. Ибда угрентур. Вот. Нангмыршаптур тут идет, да, нангмыршаптур, да, вот нангмыршаптур. Ну, да, постоянство действия, кстати говоря, вот, да. Вот, обратите внимание, тур это постоянство и регулярность. Нангмыршаптур. Шайгыды сыбыры нангмыршаптур. Шайгыды летом, сыбыры постоянно нангмыршаптур. Нангмыршаптур. В общем, я сумел, не сумел объяснить. Ну, в общем, я попытался так. Одер. Теперь одер. Они очень похожи, тур и одер, но в некоторых случаях аффикс тур нельзя применить к глаголам, где применяется одер. В каких глаголах я пока не смогу сказать, это надо будет с практики, там нужно дополнительные исследования. Я вот, честно сказать, вот так не знаю, ну, не читал работы именно в каких глаголах, каким глаголам примыкают эти модификаторы, но давайте посмотрим. Так. Ойне бодр. Вот смотрите, если, допустим, ойне, да, возьмем опять пример. Палы тасхар ойне бодр. Если я скажу палы тасхар ойне птур, я говорю, там процесс, что-то, процесс, он постоянно играет на улице. А если я скажу палы тасхар ойне бодр, это значит, что он не постоянно на улице играет, а именно на данный момент времени играет. Вот. Протекает в настоящий момент, да. Вот. Так, ибзер кызы кіріп одыр. Давайте, в общем. Ибзер, алжылар кіріп одыр. Алжылар, гости, кіріп, входить, кіріп одыр. Ибзер, домой, да. Ибзер, алжылар кіріп одыр. То есть, домой гости входят. Они именно в настоящий момент. Кіріп одыр, и причем
вы говорите, что, о, блин, они пришли, сейчас они вот-вот входят, ну там и быстрее надо собраться, там что-то делать, да, креподер, они уже входят. Вот этот момент, они уже входят, да, вот этот, тогда вот применяется аффикс oder, креподерлер. Они уже входят, давайте там что-то делать. Креподерлер. Ну, вот примерно так. Щер. Тохчер. Вот этот модификатор пасчирще, допустим, да, давайте возьмем пасчирще. Он как бы более употребительный. Мин тасхар пасчирще. Или, допустим, я тасхар на улице пасчирщем. Хожу, прохаживаюсь. Можно сказать мин тасхар щурщем. Я хожу по улице, ну, то есть где-то иду по улице, вот прохаживаюсь, да. А если пасчурщем, иду прохаживаясь. Ментасхар пасчурщем. Так. Ну вот тох чурще, вот смотрите, допомин. Вот, да, вот давайте еще другой пример. Ол город тох чурще. Наверное, ближе всего этот вариант лучше будет для объяснения. Ол, он, тоган чурще. Город-то тох чурще. Если я скажу ол город-то тохча, да, он работает в городе, четкая констатация. Да, он работает в городе. Факт. Если я скажу ол город-то тох чурще, то я точно не знаю, где он работает, но где-то он там работает. Фиг его знает где, но где-то работает. Вот этот вот чурще, вот именно вот этот момент неясности. Вот тут написано, указывает на эпизодичность, да, прерывность регулярного действия. Возможно, да. Но вот тох чурще там работает, сям работает и не знаю где. И я скажу тох чурще. Или скажу, допустим, тильбре чурще. Ну, буквально тильбрирга ворчать, болтать, да, тильбрес болтливый. Он тильбре чурще. Он ходит и болтает. Там болтает, сям болтает, тильбре чурще. В общем, вот этот чур имеет такой аффикс непостоянного действия. Ну, и там болтнет, и тут болтнет. Но не все время говорит, допустим, да, не речь такая идет, а вот какую-то, ну, что-то там расскажет, тут расскажет, и там, и то, и это сделает, да. Вот этот вот модификатор указывает именно на это. Тильбрепчурще, давайте я сейчас пропишу. Тильбрепчурще там сям болтает. Так, тильбрепчурще. Я так пропишу по-простецки. Тильбрепчурще болтает там сям. Болтает где попало, в общем. Или андамында город-то тоғын Город-то тоғын чурще. Город-то тоғын чурще. Работает где-то в городе. Город-то тоғын чурще. Вот, ну, где-то имеется в виду, где-то и не знаю где, и там поработает, и там в другом месте поработает, и еще где-нибудь поработает. Вот в этом случае употребляется вот этот чур тоғын чурще. Или, допустим, я скажу мин ақшыдыңар сақ чурщем. Ақшыдыңар сағын чурщем. Сақ чур, сағын думай. Сақ чурщем, о деньгах думаю. Ну, сегодня подумаю, потом еще подумаю, как, вот, ну, немножко подумаю, допустим, за сақ чурщем. И это завтра, послезавтра, да. Это не постоянно, вот раз действие началось, и потом закончилось непрерывно, нет. Так, сяк, через какие-то промежутки времени, вот этот вот и сах чурщем, вот и думаю, вот и размышляю, да, периодически. Вот примерно вот такие модификаторы у нас вот есть в хакасском языке. Конечно, я понимаю, что для практики понимания смысла нужно будут практические задания.
Но пока вот я как бы на скорую руку попытался объяснить их, которые самые распространенные. В общем, ссылку я вам дал на страницу, там можно будет перечитать, но я попытался как бы коротко сказать смыслы. Так, Сурулар Парба. Сурулар Парба. Ну, в общем, как бы запись есть. Коротко можно будет, запись получилась длинная. Но тем не менее, как бы в эту запись я пытался на этот урок вместить основные смыслы по этим модификаторам. Но давайте, если успеете по одному модификатору дома, давайте сделаем задание на вот эти вот все примеры. Давайте вот я их так вам сейчас скопирую. И попробуйте дома написать примеры. Вот эти модификаторы. И на них как получится, попробуйте сделайте, а потом мы там рассмотрим, правильно или неправильно были применены. Потому что не ко всем модификаторам, не ко всем глаголам подходят эти модификаторы. Не ко всем. Ну, попробуйте, в общем, поэкспериментируйте. Че пюн ге шидернеке я на сегодня хватит. Таңды тоғас шабысик соцте. Домашнее задание. Попробуйте сделать примеры, свои предложения по заданным примерам. Ну, конечно, посмотрите ссылку, которую я вам отправил. Можете взять исходный глагол оттуда. Че алғыс болсын, таңдағы жетірі пазы тоғасқанже. Аным жоқтыр.